Открытый накануне инновационный центр физической и реабилитационной медицины в Аргуне просто поражает своей красотой и величием. Здесь есть все условия. А главное, конечно же, то, что нашим ветеранам боевых действий и людям с ограниченными возможностями не придется выезжать за пределы республики, чтобы получать качественную медицинскую и психологическую помощь. Сами ветераны к этому относятся очень хорошо. Об этом нам рассказал директор ЧГТРК Грозный Чингиз Ахмадов, который тоже является ветераном боевых действий. Первый вопрос. В Чеченской Республике, как мы знаем, недавно открыт пансионат для участников боевых действий и людей, реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Вот открытие такого центра, какое значение имеет для вас, ветеранов, Чингиз? У нас очень много ветеранов боевых действий, по моей информации, несколько десятков тысяч. И, конечно же, у многих из них имеются проблемы со здоровьем, и каждый раз им приходится выезжать за пределы Чеченской Республики, что связано с лишними расходами, с беспокойством и для них, и для членов их семей. Поэтому то, что у нас открылся такой центр, причем необычный какой-то центр реабилитационный, а со всеми новейшими технологиями, просто с отличными зданиями, с полной инфраструктурой, с уже налаженными связями с ведущими реабилитационными центрами России, которые планируют внедрять самые новейшие технологии в свою работу, планируют привлекать туда специалистов из разных регионов России. Это, конечно, имеет громадное значение, которое очень сложно переоценить. Чингиз, вы тоже являетесь ветераном боевых действий, и хотелось бы узнать у вас, были ли у вас ранения в связи с этим, где вы проходите лечение и какие проблемы со здоровьем у вас остались? Ну, к счастью, ранений таких боевых у меня нету, но работа, особенно вот я работал в период, начиная с 2006 года по 2016 год, и вот это начало 2006-2007, а до этого было еще сложнее. Конечно же, в процессе этой работы приходилось преодолевать определенные трудности, в ходе которых какой-то ущерб здоровью наносился, потому что мы работали круглый год, естественно, и зимой, и летом, да, и какие-то, не знаю, простудные заболевания, которые, если их не лечить своевременно, то они переходят, то есть здоровье ухудшается. Лечение вообще сотрудники, действующие сотрудники МВД получают в нашей специализированной поликлинике МВД. То есть мы там лечимся, они могут нас направить в какое-то на иногороднее лечение или же в какую-то из наших больниц, где проходят лечение обычные жители республики. Но вот именно такая реабилитация, именно восстановление после получения каких-то ранений, и не обязательно ранений, каких-то ушибы, вывихи, там, растяжения, все что угодно, все, что мешает тебе работать дальше в полную меру своих сил. Это, конечно же, люди направлялись, именно сотрудники МВД, других правоохранительных органов направлялись в Москву в основном, в Санкт-Петербург, в Саратов, Астрахань, вот такие места. И сейчас у нас дома все это есть, и даже те сотрудники, которые из-за того, что им надо было куда-то за 1000 километров ехать, они продолжали жить с этим заболеванием, испытывая трудности, еще ухудшая свое здоровье, они теперь уже будут лечиться. Когда я работал, у меня таких заболеваний, которые требовали иногороднее лечение, у меня ничего такого не было, но я сталкивался с тем, что мои коллеги, например, проблемы со спиной, это очень частое явление, потому что сотрудникам где-то приходится в оцеплениях стоять, в каких-то рейдовых мероприятиях с этими тяжелыми разгрузками, с вооружением стоять, и это все отражается именно на спине. А с этой болезнью уже развиваются уже и другие какие-то заболевания. Но вот именно проблема со спиной – это прямо профильное такое заболевание, которое вот именно в этом реабилитационном центре, например, можно вылечить.
можно лечить. Или же при получении каких-то ранений, например, в какой-то осенний, весенний период, эти болячки очень дают о себе знать, но наши сотрудники продолжают нести службу, несмотря ни на что, не лечатся, и это отрицательно, естественно, сказывается на их здоровье. Но если вот в Аргуне это 10-15 минут езды от Грозного, и вообще с любого населенного пункта Чеченской Республики добраться до этого реабилитационного центра в Аргуне не составляет абсолютно никакого труда. Даже можно пойти на дневной стационар и продолжая нести свою службу. Это очень удобно, практично. Вот вы сказали, что работая с коллегами, вы сталкивались с тем, что у них тоже бывали какие-то трудности. Эти трудности были связаны проблемы с оформлением документов. И вообще вот этот выезд, насколько он вот был финансово затратным? Надо получить, во-первых, направление на это лечение, покупка билетов, в принципе, она оплачивается, сами билеты оплачиваются на лечение и обратно, но какие-то другие расходы связаны, там, еда, там, покупка одежды, если ты куда-то едешь, там на месте, может, некоторые лекарства дополнительные надо покупать, при этом ты же покидаешь свою семью, а если ты глава семьи, то твоя семья остается как бы на какой-то определенный период, а реабилитация может длиться и месяц, и 2, и полгода, год даже, и покинуть семью на такой длительный срок это достаточно сложно для взрослого мужчины. Поэтому вот именно этот реабилитационный центр, где человек может, например, утром приехать, пройти свой курс какое-то лечения, вечером вернуться к себе домой, это, как я уже сказал, это очень удобно. И тут надо заметить, что если бы глава Чеченской Республики не применял какие-то нестандартные подходы к решению каких-то проблем, если бы он не принимал какие-то волевые решения, которые быстро решают проблему, то нашей республике, наверное, пришлось бы ждать открытия этого реабилитационного центра в течение там, лет 5-10. Но, как вчера заметил вот один из выдающихся врачей-реабилитологов Российской Федерации, именно в Чеченской Республике, без какой-то лишней бюрократической волокиты можно построить современный реабилитационный центр со всей инфраструктурой, налаживать все эти связи с врачами, привлекать этих врачей. Там же на месте мы видели, что по указанию Рамзана Ахматовича тем врачам, которые приедут сюда, будут работать вот в этом центре, им будет выделяться жилье прямо в 200-300 метрах от этого центра, где они могут со своей семьей жить. То есть так быстро решаются проблемные вопросы и решаются проблемы десятков тысяч людей были решены буквально вот за счет открытия этого реабилитационного центра. И вы видели вообще качество выполненной работы, красивые здания, какие качественные материалы там были использованы, какие современные медицинские там аппараты закуплены, какие еще будут закуплены. Это все не может не радовать, и это повод гордиться тем, что это у нас есть. И как вчера тоже было замечено, этот реабилитационный центр уже вот в ближайшее время станет лучшим, дай ему Аллах, на всем Северном Кавказе, а в дальнейшем у него есть все возможности, шансы стать одним из ведущих реабилитационных центров во всей Российской Федерации. То есть получается так, что если раньше мы выезжали за пределы, теперь нам выезжать не придется, наоборот, будут ездить к нам на лечение. Конечно, я очень рад. Я рад как за себя, так и за своих коллег, за всех наших сотрудников правоохранительных органов, тех, кто находится на пенсии, тех, кто чем-то болеет, получил какие-то травмы, неся эту тяжелую службу, что сейчас, что о них думают, самое главное. Руководство Чеченской Республики думает о них.
решает их проблемы, решает их какие-то самые наболевшие вопросы, заботится не только о них, но и о членах семей погибших сотрудников. Весь спектр каких-то проблем возникающих, он решается, и я уверен, что эту заботу все сотрудники правоохранительных органов чувствуют, рады этому. Вы уже как бы смотрели, какие условия в инновационном центре есть в Аргуне, и что вот вы для себя особенно выделили, там какой-то момент, или процедура, или кабинет, или какой-нибудь курс лечения? Ну, порадовало то, что там есть, я не знаю, как это точно называется, бассейн с таким сиденьем, где может даже инвалид может пройти какие-то процедуры, физические какие-то упражнения в целях восстановления опорно-двигательного аппарата. То есть вплоть до такого момента все продумано. Порадовало также, что и как есть и физические какие-то ушибы, так и особенно сотрудникам правоохранительных органов, которые испытывают тяжелые психологические нагрузки на своей работе. Там есть пруды, деревья, какие-то, уверен, животные какие-то появятся там на этих. Да, это как бы какие-то, они могут наслаждаться природой там же на месте, никуда не выезжая, получить какую-то психологическую разгрузку. Много чего, практически все, что я там увидел, это то, что нужно, то, что необходимо было. И завершая наше интервью, ваши пожелания. Как бывший сотрудник правоохранительных органов, который знает и ту сторону вот этой работы, и эту сторону вообще гражданской жизни, мне бы хотелось, чтобы мы друг друга понимали, чтобы сотрудники МВД понимали жителей, чтобы жители понимали какие-то требования сотрудников, ведь мы же представители одной большой семьи, на самом деле небольшой народ, 1,5 миллиона человек, и все друг другу приходятся родственниками, если чуть-чуть буквально покопать. И у всех у нас одна единая цель – это благополучие нашего народа, это сохранение наших обычаев и традиций. Если мы это каждый день друг другу не говорим, мы же внутри это знаем, и вообще мы люди сами по себе, мы добрые, мы наивные, это отмечают и представители каких-то других национальностей. Поэтому нам надо сохранять свои самые лучшие качества, и эти качества именно показывать всем другим национальностям, что-то может у них перенимать позитивное, хорошее. И обращать, конечно же, самого пристального внимания сейчас требуют именно дети наши, потому что это то поколение, которое нас сменит. Вот, мне кажется, весь наш народ должен быть сосредоточен на том, чтобы вот в этих детях, этим детям передать все лучшее, что есть в нас, и не допустить, чтобы они получили какие-то, не знаю, вредные привычки или же забыли какие-то обычаи и традиции, что неминуемо приведет к каким-то отрицательным последствиям, прежде всего для них самих.